9 мая отмечают почти во всем мире, проявляя солидарность с российским народом за наш великий подвиг. Этот праздник бережно и трепетно передается из поколения в поколение. Сегодня мы хотим всех поздравить с этим великим праздником. И хочется всем пожелать, чтобы больше никогда в нашем мире не было таких страшных войн, чтобы больше никто и никогда не услышал разрыва бомб, чтобы все народы мира жили в дружбе и согласии. Время идет, с каждым годом становится все меньше наших ветеранов. Слово предоставляется ученикам 5 класса. Июнь, 41 год и месяц народной борьбы, и под пылью времен эта дата, как и раньше свежа, поняла вся страна, и ропотно на фронт уходила, унося кумачевые йоди на полотнах наших Густые ивы склонились к пруду, месяц плывет над рекой, там у границы стоял на посту, ночью боец молодой. Черные тени в тумане росли, первый снаряд разрывался вдали, так началась война. Во время войны наряду с взрослыми против фашистских захватчиков сражались дети и подростки. Они стали гвардейцами фронта и тыла, дежурили на крышах домов, предупреждали нападение вражеской авиации, помогали строить оборонительные рубежи, тушили пожары от захватческих бомб, оказывали медицинскую помощь пострадавшим, помогали рабочим ковать оружие, производить боеприпасы. Они стали связными и разведчиками, минерами и военными летчиками. Фронтовое письмо. Не молчи. Расскажи о жестокой войне и о времени том. Как сражался солдат, как в окопах он жил, как страдал и мечтал, как любил отчину. А теперь к вашему вниманию танец журавли. Сиди, у микрофон быстрее. Микрофон быстрее. Ударил.